С вами в студии прокурор Янинского района Ястребова Оксана Геннадьевна. 3 декабря у нас День защиты прав инвалидов. Защита прав инвалидов для прокуратуры Янинского района всегда на первом месте. Прокуратура принимает все меры для восстановления нарушенных прав инвалидов, так как они не могут самостоятельно защищать свои права и интересы. К примеру, в ходе проверки отделения стационарного обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов в селе Шимкусы Янинского района в сентябре 2016 года установлено, что крыльцо не оборудовано опорными поручнями, ступени слишком высокие, что создавало неудобства для инвалидов и пожилых лиц, им тяжело было подниматься по лестнице. Кроме того, учреждение не обеспечивало их горячей водой в летний период, что также создавало им дополнительные неудобства. В целях устранения этих нарушений прокурором внесено представление, виновные должностные лица привлечены к ответственности. В целях свободного перемещения инвалидов пожилых граждан входная площадка оборудована опорными поручнями, высота ступеней крыльца переделана согласно требованиям действующего законодательства, установлен электрический водонагреватель, чтобы инвалиды и престарелые граждане могли пользоваться в летнее время горячей водой. При проведении проверок уделяется особое внимание на соблюдение законодательства об обеспечении инвалидов, включая инвалидов, которые используют кресла-коляски, условий для беспрепятственного доступа к объектам социальной инфраструктуры. Так, в конце декабря 2016 года с целью восстановления нарушенных прав инвалидов, пользующихся креслами-колясками, в суд направлен иск об обязании Почты России и администрации Новобуяновского сельского поселения установить пандусы для беспрепятственного доступа инвалидов в здании почты. В январе 2017 года данное исковое заявление рассмотрено, судом удовлетворено, ответчиками пандус установлен. В сентябре этого года выявлены факты непринятия мер одной из образовательных учреждений по беспрепятственному доступу инвалидов, которые обучались в данном учреждении, к зданию школы. Установленный при входе пандус не отвечал требованиям законодательства, отсутствовали ограждения с поручнями с обеих сторон, угол его наклона был слишком высоким, ввиду чего ребенок-инвалид не мог беспрепятственно зайти в здание школы. С целью устранения нарушений в адрес руководителя школы внесено представление. По результатам его рассмотрения виновные лица привлечены к ответственности дисциплинарной, пандус приведен в соответствии с требованиями законодательства. В ноябре этого года в ходе проверки мест массового пребывания выявлен факт отсутствия пандуса в торговом доме «Сахарок» в селе Янтиково, что создавало препятствие лицам, которые пользуются креслами-колясками, посещать данный магазин. С целью устранения данных нарушений прокурором района в Урмарский районный суд внесено исковое заявление. Защита прав, свобод, законных интересов инвалидов, восстановление их нарушенных прав всегда на первом месте для прокуратуры Янинского района. Будьте уверены, прокуратура готова помочь вам всегда.